Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в Чикаго. Чикаго — это азартная карточная игра с очками и комбинациями на взятки, которая является очередным вариантом покера. Так что если вы умеете играть хотя бы один покерный вариант, вы легко сможете сыграть в Чикаго. Так что да. Для игры нужна обычная колода из 52 карт. От двоек до тузов без джокеров. Старшинство карт — это двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. То есть двойка самая младшая карта, а туз наоборот самая старшая. Количество игроков — это 2, 3 или 4. Цель игры — получить как минимум 52 очка. Раздача. Каждый игрок получает 5 картной карты за раз. Потом раздача завершается, начинается розыгрыш, который состоит из 3 фаз. Так. Игрок слева с датчика ходит первым. Так, сначала каждый игрок заменяет свои карты. То есть убирает некоторые карты, и с датчик дает одинаковое количество карт из колоды. Так что да. После замены всех карт начинается объявление комбинаций. Можно объявить свою комбинацию или сказать пас. Единственный игрок, который не сказал пас, выигрывает. Потом начинается вторая фаза, принцип которой полностью совпадает с первой. С принципом первой фазы. Потом начинается третья фаза, у которой тоже одинаковый принцип, но после замены всех карт начинается розыгрыш взяток. Игрок слева с датчика выкладывает первую карту. Каждый противник должен ходить картами одинаковой масти. Если таких карт нет, такие карты отсутствуют, надо ходить любыми картами на свое усмотрение. Владелец самой старшей карты забирает взятку и выкладывает следующую карту. Итак, после третьей фазы начинается подсчет очков. Владелец самой старшей комбинации получает очки за комбинацию и за каждый раз, за каждую фазу, в которой комбинация была самой старшей. Итак, пара, самая младшая комбинация, дает 1 очко, то есть это 2 карты нового ранга. Потом идут 2 пары, которые дают 2 очка. Потом идет триплет, то есть 3 карты нового ранга, которые дают 3 очка. Потом идет стрит, то есть последовательность карт, идущих ровно по старшинству, дает 4 очка. Потом флэш, то есть 5 карт одинаковой масти, дает 5 очков. А еще стрит, там всегда должно быть 5 карт. То сюда. И это. Потом идет full house, то есть триплет, соединенный с парой, который дает 6 очков. Потом идет каре, то есть 4 карты нового ранга дает 7 очков. Потом идет стрит флэш, то есть последовательность карт одной масти, идущих ровно по старшинству. Ну и наконец, самая старшая комбинация: рояль флэш, валет дама, десятка, валет дама, король туз одной масти дает наибольшее количество очков, 52 очка. То сюда. Если комбинации равны, комбинация, которая имеет самые старшие карты, дает очки своему владельцу. И это.
Только триплет влияет на... То есть триплет трикартного ранга влияет на силу фулл-хауса, если фулл-хаусы равны. Это сюда. Так. Последняя взятка дает 5 очков. Нет. Итак, извиняюсь за долгую паузу. До первой взятки можно объявить Чикаго. И после, если игрок, который объявил Чикаго, получает 5 взяток, он также получает 15 очков. Однако, если наоборот, короче, если получает максимум 4 взятки, тогда получает минус 15 очков. Нет. Нельзя иметь меньше 0 очков. И если, короче, был, игрок, который имеет самую старшую комбинацию, он меняется, а после первой или второй фазы, то тогда он должен показать все свои карты до замены карт. Начинается с следующей фазы. И это владелец 45 очков, как минимум 46 очков. Ему нельзя менять карты, начиная со следующего раунда. Это сюда. Партия идет до тех пор, пока один из игроков не получит как минимум 52 очка. А тот игрок выигрывает, каждый противник того игрока проигрывает. Это сюда. Итак, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вам понравилось видео. Надеюсь, вы поняли, как играть в Чикаго. И так не больше ничего сказать. Я на этом завершаю видео. Так что всем пока.